Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 6 августа 2024 года. У нас 59-й стрим на платформе открытого диалога. К нам скоро присоединится Аят Дидигов, сопредседатель. 59. Так, сейчас это выключу. Сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Мы его ждем. Ну и пока ждем, стрим уже начался, я решил сделать пока анонс и включиться в стрим. Итак, друзья, напоминаю вам, стрим сегодня на русском языке и посвящен Дню Победы. В 1994 году чеченская армия, чеченское руководство провело 6 августа операцию под кодовым названием «Джихад», или по-разному называют «Возмездие». Это была вторая операция, которая была проведена нашей армией, нашими добровольцами и партизанами. Первая операция была проведена 6 марта. Тогда планировал и руководил операцией Джохар Дудаев. И следующая, 6 августа, операция была проведена по таким же лекалам. И город был, и не только город Грозный, тогда он назывался еще были боестолкновения в Шали и в Гудермесе. Это было 96-й, да, Зубайр, я, может, сейчас не расслышал, 96-й, 1996 год это был. Первая операция была в марте, вторая в августе. Сегодня, и это был Днем Победы. Это была операция, когда мы русских вынудили сесть за стол переговоров. Но русские, как всегда, юлили, хитрили, обманывали и пытались представить свое поражение своей победой. Кстати говоря, сегодня стрим мы по плану должны были во вторник проводить на чеченском языке, но мы его проводим на русском языке для того, чтобы наши нечеченские друзья поняли, что это было и каково проводить с русскими переговоры и заключать с ними перемирие. К чему это все приведет, чтобы вы знали. Поэтому Аят сказал, что мы будем сегодня на русском языке вести стрим. И Так, здравствуйте, Да, мне звонили. Георгий, Маршал Дурига, Георгий Машловый, Зубайр, Black Flame. Здравствуйте. Шамилю, алейкум ассалам. Давно не было стрима. Ассалам алейкум, свободные. Я и все будет Ичкерия освобождали Грозный, чтобы признать Джахар. Освобождали Грозный, чтобы признать. Ну, ва алейкум салам, Шамиль. Не совсем я понял, что вы имеете в виду. Нет, сбросил. Так, давайте я сейчас еще раз. Одну секунду, друзья. У нас
сейчас войдет, сейчас он подключится. Так, стрим у нас идет в телеграм-канале, как обычно, на странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И тут в YouTube-канале, на канале Реалити, друзья. Куда пропадал? Я отдыхал немножко. Иокис, наверное, так, да? И я немножко отдыхал, немножко занимался другими делами. Так, сейчас. Алла, здравствуйте. С нами Алла Дудаева. Так, и Аят. Аят, ассаламу алейкум. Валикум салам. Аслан, Машло. стрим начался, а я по другому телефону, в общем, получилось так. Ну ничего. Да, я тебе на старый прислал Да. ссылку. Так, Аят, я начался. анонс я Дело. уже сделал. Да, анонс сделал. И сразу передаю слово тебе. И стрим сегодня называется «День Победы ЧРИ». И, пожалуйста, как участник, свидетель об этом и о многом другом, об обмене. Сегодня у нас много тем накопилось. Машовый, Карфаген. Добрый вечер. Сегодня у нас, сказать так, вот, праздничный день, День Победы нашего государства, нашего народа. Это было 8 августа 1996 года, когда наш народ, наша армия славная, значит, провела великолепную операцию и поставила российскую армию на условия, которые она уже не могла ни двигаться, ни передвигаться. Значит, из-за сообщений газеты «Аргументы и факты» было сказано, это декабрь 1996 года, что на территории Чечни в то время находилось российские войска в количестве 462 тысячи человек. Представляете? Почти половина нашего населения, у них были только войска, не считая тех агентов влияния, продателей и разного рода вот этих. И в этой ситуации наш народ провел великолепную операцию, наши воины, руководители. И Россия была поставлена, собственно, армия была поставлена в условия, когда она вынуждена была сдаться. Как это случилось? Россия пытается это дело как бы все скрывать, но на самом деле это было связано с тем, что весь народ от мала до велика хотел изгнать эту армию и готов был положить свои жизни для того, чтобы это случилось. И так и случилось. Почему? Потому что наши люди от любого уголка нашей республики информацию доносили до нашей обороны, говорили, где кто, что и как находится, чем занимаются. И разработана операция, подготовлена еще раньше, в марте 1996 года, которую разработал тогда первый президент Жохар Дудаев. Они тогда вошли, наши войска, я имею в виду, тогда на 3 дня. Тогда тоже блокировали всю российскую вот эту армаду, захватили сколько можно себе там оружие, боеприпасы и вышли. И это было в марте 1996 года. Так что вот этот опыт, который был тогда у нас, после гибели Жохара, наши воины, наши командиры снова, значит, собрались в августе и вошли в Грозный и блокировали со всех сторон, поставили их в эту ситуацию. Война практически продолжалась некоторое время, они отстреливались, но в конце концов они поняли, что они проиграли и запросили мира. Поэтому, надо сказать, именно поэтому к нам приехал тогда генерал Лебедь, секретарь Совета Безопасности, и он, значит, тогда просил мира,
сказал, что мы выведем свои войска и все сделаем так, что потом мы мирные, мы признаем ваше государство, все такие разговоры там были. Но в конечном итоге, потому что Россия и ее вот эти политические хитрости, они уловки делают, они там подготовили документ, в котором фактически получалось, что мы не государство, что мы какое-то там, значит, еще чуть ли не часть России, хотя там были вложены некоторые моменты, которые говорились о том, что мы, как вот, значит, в соответствии с принципами международного права, высокие договорившие стороны, и в то же время туда были заложены такие вещи: Чеченская республика, Мы тогда уже как бы была эйфория и ничего не хотели. В политическом плане было не столь, значит, это важно считали. А на самом деле они подсовывали нам разные документы, из которых якобы мы являемся частью России. И даже те документы, которые они там записали, что через 5 лет, мол, будем определить наши отношения, они это воспринимали, распространяли, как будто бы это было решение, принято двумя сторонами, и нашей, и их стороной, что будто бы мы являемся частью России, и статус, мол, определим через 5 лет в 2001 году. Вот такие вот вещи крутили, вертели, и в конечном итоге я это считаю, что в силу того, что больше всего, конечно, наши люди хотели мира, хотели выгнать их, и что потом, мол, все решим. На самом деле так не решается, как мы видим из опыта. Мы видим, как что происходит сейчас в Украине. Каждая запятая, каждая там, значит, пауза или где-то что-то играет очень важную роль в том, чтобы, значит, потом на этот документ соотноситься и говорить. Помните, они говорили с украинцами все время, говорили о Минских соглашениях. Они навтыкали вот такие какие-то там паузы, какие-то там запятые, еще что-нибудь хитростное. И потом постоянно на это бьют. То есть у них идет и такая вот борьба, они такую борьбу умеют вести, постоянно пытаются подкупить и делать. Ну, в нашем случае война все же, которая вот была тогда, была проиграна. Это была 4-я агрессия со стороны российской власти, российской армии. Всегда, когда Россия говорит о каких-то вещах, они всегда хотят сказать, что наша республика, что мы являемся частью России, и как будто бы мы хотим выйти из этой России. На самом деле этого не совершенно не так. И мы должны все знать, все наши люди, вся наша молодежь и в будущем, и потом должны знать, что мы не входили в эту Российскую Федерацию России, о которой сегодня идет речь. Мы были частью Советского Союза, потому что в 90-м году, в апреле месяце, Советский Союз признал 3 закона, в соответствии с которыми все республики, которые есть, автономные, союзные, они все уравнивались, и статус становился один. То есть на территории Советского Союза тогда было 35 союзных республик в Советском Союзе. А раз их стало 35, и еще там был вопрос в том, что эти 3 балтийские республики, которые там выступили твердо в своей позиции, Советский Союз признал. Нас осталось 35. После этого уже только в 90-м году, в 91-м году был развал Советского Союза, который организовали 3 республики. Главы республик, скажем, скорее всего, это Ельцин, РСФСР, Беларусь и Украина. Они подписали этот свой между собой договор, и о том сказали, что договор подписан в 1922 году, когда образовывался Советский Союз, что он незаконен, они его денонсировали, и
То есть в этот момент все республики, которые были тогда и народы втянуты в состав СССР, тогдашней большевистской этой группировкой, коммунистами, они тоже фактически имели право на свое государство. Но так как было принято современное международное право после Второй мировой войны, в рамках этого международного права мы, значит, имели право на свое государство все республики. Но был один момент только. Если республика как такова вот имела право, то они должны были, эти республики должны были сами оформиться, наполнить всей атрибутикой свое государство. Вот в этом-то и была, значит, на мой взгляд, проблема, одна из проблем, что у этих народов не нашлось лидеров или организаторов, которые после развала Советского Союза, зная, что их республика, допустим, Башкирия, Татарстан, Якутия и другие, они могли, как и Чеченская республика, провести выборы, избрать свою власть, атрибутик, флаг, герб, другие все атрибутики своего государства принять, провести референдум, остаемся в составе, скажем, нового образования или отдельным государством, или входим в другое государство. Вот наша республика сделала заявление, что мы будем самостоятельным, независимым, суверенным государством. А мы могли сделать, что мы войдем в состав какого-то другого государства, объединившись, допустим, с любой страной другой. Или федерацию создать. Вот 3 момента дает международное право. Так вот, эти республики, которые остались, 32, из них только 13 республик приняли вот это все атрибуты своего нового государства и создали свои государства. В том числе была и Чеченская республика. Вот зная, что мы это сделали, зная, что мы в этом плане имеем свое государство, остальной мир нам не стал помогать, а стал содействовать России, Российской Федерации России, которая в современном его обличии была создана позже, чем наше государство. То есть мы вышли, наша республика вышла из состава Советского Союза и не имеет никакого отношения к этой Российской Федерации России. Мы являемся независимым, суверенным, демократическим государством. Это мы должны знать. И все разговоры о том, что мы часть России, никак не может быть вообще воспринято ни документально, ни, скажем, ни политически, ни в каких других, допустим, регионах. Когда мы были здесь вот на разных международных организациях, скажем, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, где только не бывали, то везде и всюду нам никто не мог ничего сказать, я вам прямо говорю. Никто не мог сказать, что мы неправильно делаем. Но они пытались нас это ли тихо, или так. Ну вот они говорят так. Ну что они говорят? То есть фактически остальной мир фактически поддерживал эту линию против той, скажем, основы, которую сами они ввели в 1948 году после развала, скажем, после Второй мировой войны и принятия современного международного права устава ООН. Поэтому мы должны на этой линии держаться с вами. И если мы будем держаться на этой линии, только этот путь является для нас важным с точки зрения права, с точки зрения обоснования нашей государственности. И в этом направлении мы должны на Западе работать. А Россия, сегодняшняя Россия, делает все через свою агентуру, через своих агентов влияния, таких так называемых, из числа даже нашей национальности, и мы знаем, кто, чем они занимаются, и пытается нас втянуть в эту провокацию. Они пытаются создать разные роды басни о том, что надо создать Кавказский Эмират, Конфедерация народов Кавказа или какие-то Горскую республику. Это все то рассчитано на людей, которые не знают, о
чем идет речь, и защита на то, чтобы сказать мне или вам, которые в этом деле не понимают, чтобы запутать нас. На самом деле это никакую роль не может играть, то, что они говорят. Это может играть роль только в том случае, вот эти все вещи, новое что-то может быть, в случае распада России, нынешней Российской Федерации России. А распад России на сегодняшний день, как мы с вами видим, не предвидится. И если бы он распался бы, тогда бы мы снова должны были опираться на свою основу. То есть мы, как суверенное государство, должны были снова решения принимать с другими республиками новыми, что мы будем делать. Все равно мы должны держаться этой основы. И тогда вот наша победа, которая была тогда, значит, нами достигнута в августе 1996 года, это величайшее достижение. И еще более достижение то, что мы сумели, и наш народ сумел создать свое государство по всем нормам современного международного права. И разговоры о том, что мы, мол, якобы, значит, являемся частью России, что мы оттуда хотим выйти, нельзя это допускать, нельзя это никому говорить нам. Почему? Потому что мы не входили, если мы соглашаемся с этим, то мы уже соглашаемся, что мы часть России, мы соглашаемся, что мы сепаратисты, что мы бандиты, что все, что угодно, что они нам навешивают, именно тогда становится таковым для того, чтобы остальные, те, кто хотят нас загнать этот загон, чтобы вот это так случилось. Если они это сделают с нами, и мы согласимся, я уверен, что они это сделают со всеми остальными республиками, которые есть в составе Российской Федерации России сегодня. И сегодня я вот наблюдаю вот такие тенденцию, что многие эти республики, те или иные, пытаются нас опустить до уровня этих республик, которые не создали свое государство. Мы находимся в таком промежуточном состоянии, вместо того, чтобы, допустим, открыто нам помогать эти вопросы, не поддерживать разного рода самозванцев, а легитимной власти, эти люди или не разбираясь, или разбираясь, вот эту линию проводят в ущерб себе и всем нам. Поэтому на нас лежит большая ответственность не допустить этого ни с правым, ни с левыми, ни с любой из республик, которая вышла из Советского Союза, чтобы вот в этом вопросе мы не допустили ошибки. Это очень важно. Это я хочу сказать всей нашей молодежи. Я хочу сказать все эти разговоры о том, что мы там создадим какое-то другое государство, сделаем другое. Не верьте этому. Не верьте в это. Это не может быть, потому что мы сами тогда себя подкатываем себя под асфальт, этого асфальтоукладчика, потому что мы убираем все свои права тогда. Сегодня эти права у нас есть. Наше государство создано в рамках современного международного права. Мы не входили в эту Российскую Федерацию России, мы не подписывали никаких документов с ними о вхождении 31 марта 1992 года. Так что этот вопрос здесь окончательно и бесповоротно решен нами. И разговоры вот после этого, когда приехал господин Лебедь, этот генерал, и они, которые подписали касаются соглашений, из этого, если на него ссылаться, то мы с вами тоже можем оказаться в тупике. В нашей Конституции записано, все, что противоречит нашей основе нашего государства, кто бы этот документ не подписывал, ни президент, ни парламент, кто бы не подписывал, оно не имеет юридической силы с момента его, значит, заключения, не применяется судом и не обязывает граждан. То есть этот момент у нас застолблен нашей Конституцией. Это чрезвычайно важно. Поэтому я призываю и молодежь, и призываю всех тех, которые находятся здесь на Западе, наших всех вот разного рода движения. Прекратите вот эти все разговоры о том, что надо то сделать, то сделать. Возвращайтесь в это поле наше,
конституционное, которое у нас есть и принято нашим народом. И здесь на Западе мы должны вести работу по признанию нашего государства, по объединению наших усилий на основе нашей конституции, нашей государственности. Сегодня единственной легитимной власти в усеченной форме от нашей республики в условиях этой оккупации не является только президиум правительства Рigi. Другой такой власти нет. Запомните, все говорят то-то, 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 разные вещи. Что это такое? Это люди, которые имеют полномочия от нашего государства и народа, которые были избраны в 90-м году в очередных выборах. Это люди, это депутаты, это члены правительства, которые назначены последним президентом. Это избранные люди, органы местного самоуправления, и это члены судебной власти. Но только те из них, которые не предали, которые не отошли от основы. Вот так мы должны сегодня ориентироваться. Это важнейший момент для нас, для нашего народа. Кто бы что ни говорил, или профессор, или академик, или какой-то другой вам доподлинно известный, любимый человек, запомните, речь идет только о том, что они или не понимают, или специально говорят, или продались, не понимая, что это. В заблуждении находится. Наша задача сохранить вот эту базу, которая у нас есть, и на создание нашего государства в рамках современного международного права. И если мы на этой основе здесь будем продолжать, как вот мы продолжили это после признания нас первый раз, сразу после принятия нашей Конституции, нас признала Грузия в 92 году, 13 марта 92 года. И президент, и парламент тогда признали нас. Потом нас признала, сейчас уже в 22 году признала Украина. Нас признали там и другие некоторые государства. Это было тогда, помню, это Афганистан тогдашний. Его уже как бы тогда нет, но исламское это было, но все равно признание было. Потом этот Кипр, турецкая часть, и другими странами мы вели работу, как могли на всей так, этой планете, в Европе, в Америке, могли что делать. Но нам сейчас не дают здесь некоторые деятели, которые называют себя правительством нашего государства, называют себя премьер-министром или представители, ибо мы будем бороться за наше государство, не имея этого полномочий, эти люди пытаются нас блокировать нашу работу. Они как раз своим действием содействуют именно Кремлю, понимая или не понимая. Поэтому я ставлю свою задачу сказать вам, я председатель первого парламента, чтобы вы знали, с 93 по 97 года был председатель парламента. Во время Первой войны, Второй войны я был председатель парламента. Во время войны я был первый заместитель Госкомитета обороны. Значит, все это время потом в ходе войны и в другие места эту на разных вот контактах, переговорах в Москве, в других мне приходилось участвовать. Дело в том, что мы занимали всегда свою позицию, наша, скажем, сторона, настоящую. И поэтому Россия сегодня через своих агентов влияния пытается занизить нашу позицию, нашу с вами, народную, чеченского народа, государства, опустить пытается, что вроде бы ее нет, и вот выставляет этих людей. Эти люди, о которых я говорю, они в 1995 году, 2001 году, 2002 году, 2003 году, эти все документы есть, понимали документы, в которых мы являемся частью России, писали там. И если это вот это все, это как раз-таки бьет по их, как говорится, не в бровь, а в глаз, и поэтому они пытаются все это умолчать. Мы не имеем, допустим, возможности, скажем, такой политической поддержки, не имеем, потому что в мире идет борьба между, скажем, демократическими государствами и диктаторскими режимами. Диктаторский режим – это российский режим, один из самых основных, можно сказать. Так? И они пытаются
кое-как или как-то вот обмануть нас с вами. Не то, что кое-как, обмануть. И мы не должны этому поддаваться. Вот что я хотел бы предварительно сказать вам, нашим людям. А война, которая была тогда выиграна, это доказывало о том, что наш народ объединен и не хочет быть в составе этой России. А люди, которые, я вам сейчас говорю, под разным предлогом хотят нас с этой основы вывести, они, зная или не зная, пытаются сделать все для того, чтобы это было в пользу Кремля. То есть, как говорится, льют воду на мельнице Кремля. Я уверен, что многие люди, 90 больше процентов, не понимают, в чем дело их, они обманываются. Вот сумнах ехал мегадатчик, нельзя обмануться этим. Поэтому вот такие вот ситуации сегодняшние, которые... Посмотрите, все эти люди, которых мы с вами вот сейчас говорим, с нашей стороны, наши национальности, все выступают, все они патриоты, все они так говорят, а на самом деле под низом у них приняты вот такие документы, и есть соглашение с российской стороной. И это есть документы, это существует, есть, вот посмотрите, в этих наших документах, которые на наших сайтах, и это принимали не мы, а принимали они, вот эти люди, изображая себя, как будто бы они являются частью нашего правительства, что они имеют право это делать. Они не имеют это права делать, потому что у нас в Конституции записано, все, что против нашей основы государства или предательства, не имеет никакой юридической силы. Поэтому это важно вам и всем нашим будущим знать. Баркала, я на этом закончу. Если есть вопросы, и кто-то хочет выступить, пожалуйста. Баркала. Я хотел бы вернуться к началу нашего разговора по поводу 6 августа. Как известно, сообщается о том, что 855 бойцов зашли в город. Также одновременно атаки были и на Шали, и на Гудермес. Ну и основной удар был на город Грозный. В нашем разговоре ты сказал, что людей было больше, чем 855. Я сам эту информацию неоднократно распространял, что было 855. Расскажи, сколько было участников, почему их было больше, чем 855? Об этом можно вот как это рассуждать. И это ясно было. Дело в том, что такие вот организованные, регулярные вот батальоны, разные наши отряды, которые заходили в общем число, командиры, они заходили. Но внизу в Грозном, и потом, которые подключились к ним к этой нашей, как говорится, атаке, их было в несколько раз больше, конечно. 850 человек. Такую армаду никто бы не взял. Представь себе, я вам сейчас вот зачитал, что в это время на территории Чечении находилось, это аргументы и факты, российская газета номер 1/96 года пишут, находилось 462 тысячи человек, военнослужащих со всей, как говорится, амуницией, вооружением, кроме атомного. И 850 человек это были люди, которые вышли вперед, а остальные все подключились, и таким образом было это сделано. Вот что я хочу сказать. Поэтому мы остальных не считали, но мы должны это знать. А приблизительно сколько было всего? Ну, я думаю, что их было не менее 3-4 тысяч человек. 3-4 тысяч. Тоже еще есть одно такое заблуждение, такой миф, который я тоже повторял, цитировал, о том, что эту операцию, и вот та операция, которая была проведена в марте, еще при жизни Джохара Дудаева, и операция, проведенная в августе, они как бы никакой связи между собой не имеют, якобы, что вот, и вообще про мартовскую не говорят операцию, что операция была только в августе, говорят, ну так, вскользь только про мартовскую, и что операция была только в августе, и руководил, все организовывал, все это делал президент, а тогда начальник генерального штаба Аслан Масхадов. Можешь разъяснить, потому что тоже разные есть, чтобы это было здесь правдой, так говорить разъяснение. Я вам говорил, я был заместителем первого Госкомитета обороны, я хорошо это знаю.
Эти вопросы разрабатывались и вырабатывались во главе с Джохаром Дудаевым уже тогда вырабатывались. И это была вот эта атака, которая во главе с ним была совершена в марте 96 года. Конечно, они потом еще планировались, и эти же атаки планировались и на Владикавказ, это планировалось и на другие там регионы, и были такие планы, я точно знаю это, так? И разговор о том, что они не связаны, это межличности, это мы единая команда была. Вот когда начали это сделал этот, это сделал это сделал не президент, это сделал это. Вот это как раз таки изнутри нас и, как говорится, ржавчину дает. Это нельзя говорить. Да, это организовал именно президент, первый президент. Он организовал в марте все это. Вошли в город, взяли город тогда. Но это был, как он говорил тогда, я покажу вам, как надо брать города. Это были его слова, Джохара Дудаева. И 3 дня зашли, взяли, они были ошарашены и сидели. После этого это повторилось уже в августе. В августе повторилось. И на этом примере, на этой разработке, в этом разработке участвовал уже тогда начальник штаба Масхадов и Мумади Сайдаев. Это бывший полковник российский, прежде армии, но наш человек уже был. Они вдвоем участвовали, это Мумади очень грамотный был, и они вот вместе, он и другие, снова вместе разрабатывали это, делали. Это было не решение одного человека. Один человек не может ничего сделать. Кто руководил, кто направлял, как это организовывалось? Это организовывалось именно так, под командованием или под руководством, вот это вырабатывалось. В марте вот так тогда Джохар говорит, так надо делать. А затем планировалось и остальное. Это планировалось. Я сам видел, как это делалось. И этих людей, которые готовы были на это пойти. Это было. Но сейчас вот эти разговоры, вот так было или так было, это, кто это говорит, это наши враги хотят нас по кусочкам разодрать. Кто бы это ни делал, это делали наши люди. Тогда это был президент Джохар Дудаев, и это был очень важный момент, то, что мы могли тогда вот во главе с ним пойти взять. Сам показал, как это делать, и потом в следующий раз, когда его уже не стало в апреле, так, он погиб. Уже после этого, по этому примеру, снова разработали этот план, вошли и взяли этот город. И поэтому приехал к нам этот товарищ генерал Лебедь. Начали они вначале в Атагах, потом поехали в этот Хасавюрт, и там разные всякие уловки, хитрости для того, чтобы как-то какие-то документы состряпать. Но нам надо понимать, что если мы будем делать каким-то образом под них, какую бы мы там победу не выиграли, если документально мы это не сделаем как надо, то в глазах остального мира мы становимся как бы некомпетентными, не имеющими уровня политического, как сказать, уровня политического воззрения, как действовать, что делать. Ну и военного, естественно. У нас есть этот опыт, и те, которые сейчас это говорят, это тот сделал, это сделал, нет. Тогда, значит, когда был Джохар Дудаев, и начальник штаба был Масхадов. Потом, когда этот стал, именно Масхадов был тогда. Потом стал президентом Яндарбиев, снова начальник штаба был Масхадов. И в это время и это совершилось. Он уже имел опыт этот. Еще к нему подсоединился Мумади Сайдаев, и они вместе, я был просто в курсе дела, потому что я не военный, но они вот разрабатывали, делали. Я разговоры эти все слышал, видел, наблюдал. Вот что я скажу по этому вопросу. Баркалай. Тогда, если вы были я знаю, что вы были на столь посвящены, вот эти все высокопоставленные должности занимали, что вам известно о потерях с нашей стороны в операцию в августе и в марте, и о противника потерях тоже?
Известны ли эти цифры? Но вот эти данные, сколько было потерь и все это, наших потерь было очень мало. Очень мало было потерь, потому что считали очень мало по сравнению с тем, что можно. Русские, они, конечно, били по нашим селам, били по мирным людям, и поэтому наши потери были в основном по мирным селам, по роддомам, по базарам, по разным родам, значит, общественным местам они били и убивали людей. И говорили, что они убивали наших воинов. На самом деле нет. Первая война, когда закончилась, я как председатель парламента, да, мы поднимали вопросы и запрашивали, сколько, мол, это в каждом селе, в каждом районе там. Мы тогда посчитали где-то около 125 тысяч погибших всего. А во второй войне, которая называется второй, но это уже пятая агрессия, которую они начали в 99 году, так? Вот этой уже войне, тогда они уже открыто говорили, что надо убивать их, значит, от там 7 лет или сколько, 8 лет до 65 лет надо их убивать всех. То есть они преследовали уже не военно, уже нагло. Они убивали уже всех, и женщин, детей в поле, не в поле, на остановках. Вот эти вещи в горах, где дошли, стреляли, убивали, за это получали медали, за это получали все награды и звания. Вот чем они занимались, эти убийцы. Поэтому во второй войне, по моему вот расчету, было гораздо больше убитых, погибших наших. Поэтому в целом как бы 250 мы говорим. Сейчас говорить про какую-то там конкретную цифру мы не можем, потому что настолько это было трудно тогда подсчитать и сделать. Вот эта передышка была небольшая после первой вот этой войны, когда они свои войска вынуждены были вывести. Они же вывели войска не потому, что они нам хотели подарок сделать. Никто не понимает этого. Они вывели войска только лишь потому, что они проиграли. Это все должны понимать. Они делают вид, что это, мол, там подписано Хасавюртское соглашение, в котором написано то-то, 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 из которого якобы видно, что мы являемся частью как бы России. И что мы потом, значит, через 5 лет решим вопрос о статусе. Вот наши враги, наши противники об этом говорят. И на самом-то деле документально подписан этот документ, который был и не имел силы юридической, потому что начальник штаба наш, тогда был Масхада, и секретарь Совета Безопасности Лебедь не имели права решать вопросы политические. Эти вопросы им не были вменены. И эти вопросы не были подтверждены ни Российской Думой, ни нашим парламентом. Хасавюртское соглашение никак не могло пройти по нашим законам. И поэтому этот разговор мы должны именно вот так воспринимать. Вот что это было. Баркалая. Аят, здесь вопрос задает. Да, пожалуйста, Алла Дудаева. Давай, Джохар Дудаева. Пожалуйста. Машиоль, Алла. Пожалуйста. Да, Машиоль. Я хочу кое-что уточнить. По-моему, самую суть, самое главное, почему была наша победа, почему российское командование было поставлено на колени и было вынуждено признать нашу победу. Ну, потому что, во-первых, 6 марта, 3 дня, это, короче говоря, российская авиация тогда сказала, город Грозный, помните развалины, которые все видели, сожженные все города. И тогда Захар отправил Генерину, маршалу, генералу авиации России, телеграмму, поздравляю с победой в воздухе, встретимся на земле. И вот на земле была одержана эта победа. Он просто договорился со всеми нашими командирами, Шмелем Басаровым в том числе, со всеми другими, с Исламбеком маленьким, Исламбеком большим. И
был разработан план окружения командных пунктов российских, баз. И они были окружены, но их не убивали. Вот это самое главное. Не убивали, потому что они начали заполнять эфир криками о помощи. Не бомбите, не уничтожайте нас, мы еще живы. Хотя российское командование заявляло, что они там все убиты и так далее. Но, тем не менее, они перебороли эти заявления и не дали, чтобы российская авиация их разбомбила. И были вынуждены, значит, уступить нашим воинам, которые окружили эти командные пункты и так далее. Собрали бронетранспортер, собрали танки, вооружение. Как раз когда патроны заканчивались. И, в общем, уехали оттуда. И когда с победой к ним, кстати, присоединялись местные жители. И за эти 3 дня они, конечно, проголодались. Женщины несли им кастрюли зажигалнышем, шашлыком даже. И, в общем, короче говоря, весь Грозный радовался, так же, как и Гудермес и другие города. И, короче говоря, в итоге наша армия ушла. Вот, и когда журналисты спросили, а почему вы оставили Грозный с Джохаром, он сказал, мы показали, как брать города. Вот. 6 августа Шамиль Басаев во главе действующей армии, потому что Аслан Масхадов был начальником штаба. Он не принимал такого участия в военных действиях, вел большей частью наступления Шамиль Басаев. И они повторили эту операцию один в один. Тоже были окружены, и тоже российская авиация не могла бомбить своих. Вот, потому что уничтожая наших бойцов, они уничтожили бы своих, которые кричали в эфир о пощаде. Это, конечно, было новое слово. Это было новое слово вообще введение войны. Эта операция была продумана Джохаром, предложена им, поддержана нашим командованием. Вот, потом повторена 6 августа и вошла в историю всего мира как уникальное явление. И вы знаете, я когда была в Турции, мне турки говорили, вы сами не понимаете, какое чудо вы сделали. Это чудо на весь мир, которое дало надежду всем народам, всем угнетенным народам нашего мира. Потому что небольшим количеством против вооруженной до зубов российской армии, самолетами, авиацией, бронетранспортерами, танками, сотни тысяч оружия. Вы показали, как брать умением воевать. То же самое да, было. правильно. То же самое было во время новогоднего штурма, когда Джохар сам подтолкнул к штурму города Грозного, и буквально Павел Грачев обещал за 2 недели взять Грозный. Вот. Но Джохар подтолкнул, хватив город Грозный. По-моему, я уже об этом рассказывала, но могу еще раз повторить. Да, расскажите, как подтолкнул, а как он это сделал? Да. Он позвонил президенту Ингушетии Алшову и начал сетовать на то, что вот кроме автоматов нет никакого больше другого оружия. А как раз перед этим, где-то за месяц, людьми Аслана Масхадова были найдены гранатометы, зарытые в земле, 1100 гранатометов. Вот когда он говорил с Аушем, кто сказал, ну как у вас? Он говорит, да вот нет у нас оружия, нет танков. Может быть, в будущем будут что-то, но пока сейчас у нас только одни автоматы. В общем, не знаю, что делать. И этим он узнал, что через стенку сидит полковник российских, работающий на КГБ, и подслушивает разговор. И он обязательно передаст российскому командованию, в том числе и Грачеву. И российская армия пошла, это королева полей, которые танки побеждают на полях, как вы знаете, да, из окопов, из оружных этих воинов и так далее. А тут Джохар перед этим обучил наших воинов, как стрелять гранатометов, целый месяц занимались этим.
этими воинами нашими и рассадили на крышах домов, и все это было произведено тайно, произведено так, чтобы никто не знал. И когда российские танки вошли в город Грозный, их буквально расстреливали с крыш гранатометами. Даже мальчишки, когда отсекали гранатометом, допустим, один танк, и потом тот, который сзади, то есть били по частям эти танковые колонны, а потом эти колонны не могли двигаться. Если стрелять, то впереди идущего, что, в общем, там и случалось не раз, когда танк в отчаянии начинал стрелять и попадал, взрывался танк впереди идущий, то чеченские мальчики с бутылками с керосином, с бензином затыкали тряпкой. Они залезали на танк, который не мог даже двигаться, застрявший на улице, и открывали эту крышку люка, закидывали туда эти бутылки с горючей смесью, взрывали танк, прыгая с него. Кстати, то же самое я видела старые видео, когда чеченские воины запрыгивали на танк в белых халатах, закидывали туда гранату, люк, и потом тоже с листом вертолет делали, прыгали и так красиво уходили от танка, который взрывался. В общем, эти уникальные победы новогоднего штурма Грозного вошли в историю. Даже в Японии придумали игру, на которой в компьютере, которые играли даже взрослые, когда разбивали эти танки и били из гранатометов с крыши. Вот. А 6 августа это было для того, чтобы точно так же российская авиация не могла бомбить скопления, которые были окружены нашими. Наших воинов, кстати, по утверждению Шамиля Басаева, в общее число где-то было 5000 приблизительно. Это совсем мало, но правильным числом, умением. И к тому же на чужой земле оккупанты всегда себя чувствуют затравленно, потому что не знают улиц, боятся населения. Все были у себя дома. Им помогало местное население. Вот так. И вы знаете, эти победы вошли в историю всего мира. Поэтому именем Джохара Дудаева после его гибели были названы более 20 стран, назвали именем Джохара президента, который воевал с Россией и погиб. И я очень признательна этим странам, которые назвали парки, улицы и города. Особенно в Турции названо 4 парка, 2 или 3 улицы. И не только в столице, но и в Анкаре. То есть народ и весь мир оценил подвиг нашего народа, называв именем Джохара Дудаева города, улицы и парки. И до сих пор эта победа такого небольшого народа, но составляющая единое целое со своим правительством, со своим президентом, вошла в историю как чудо, необыкновенное чудо. Спасибо. Правильно. Все правильно. Все. Алла, мы здесь вот говорим об этом. Конечно, это было все связано. Когда в августе они входили, то Масхадов разрабатывал этот план. Вы говорили, там Басаев был там со своей стороны, с другой стороны направления были другие. С каждой там восточной, юго-западной, восточной, они со всех сторон вошли в город тогда. Но Басаев, как самый такой известный и все такое, у него был, конечно, авторитет как бы больше, но это была общая, согласованная, значит, атака, и это принесло успех. Это очень важно. И то, что это было в марте, а потом повторилось уже в августе, это единая система такова, что она как раз-таки принесла успех, и это тогда разрабатывал в первый раз вместе с Джохаром Дудаевым, а потом это дальше уже взял
на вооружении Масхадов и его, значит, подчиненные все. Поэтому мы не должны здесь вот этот момент упускать, тоже говорить всем нашим, что мы единая команда, единое сопротивление. И нас пытаются сейчас на Западе даже вот разделить там масхадовцы, закаевцы или там, скажем, дудаевцы. Но нет, мы все едины, все. Закаевцы, я сказал здесь лично, правда, закаевцы, мы не закаяться не можем. Его поведение очень-очень негативно с моей точки зрения. Хотя ему говорили, не занимайся этим, не занимайся этой провокацией здесь на Западе. Им помогают, конечно, наши враги. Здесь очевидно, документами это все видно. Но в то же время все остальное наше сопротивление и весь народ был как единый кулак, который желал победы, желал изгнать российскую армию. И когда они уходили, Алла, помните, они уходили к танкам, они на веревочках привязывали веник к танкам, БТР, и говорили, мы подметаем эту дорогу, чтобы назад не вернуться. Так они уходили. Я помню это все, как сейчас. Но они не собирались. Это империя, которая будет что угодно говорить, и снова начнет зайти. Сегодня она может это же самое говорить, вот, и в Украине то же самое творить может. И здесь вот нам вот сейчас, когда мы видим, как обстоит дело, скажем, в отношении с этими переданными, этими, скажем, обмен, который состоялся, вот посмотрите, какой обмен. И все, которые вот они передали, скажем, агентов с одной стороны, агентов с другой стороны, так скажем. Но в то же время они дополнительно еще оттуда, значит, Россия им помогла и подарила свою вот эту вот команду, которая является тоже такими же такой же агентурой, которая может здесь на Западе в дополнение, в помощь этим, которые здесь разоблачены фактически. И посмотрите их первое интервью, где они какие делают заявления. То есть очень сложная ситуация в этом направлении. Сейчас мы должны думать, какая может быть польза для нашего народа, как мы можем свою проблему решить, потому что, как вот говорят, там Украина думает об Украине. Так, Россия бомбит их, убивает их. Мы и другие, вот, скажем, народы, которые в составе России, хотят выйти из этой России, и могут ли они это сделать. Надо подумать реально, надо взвесить. Для того, чтобы они вышли оттуда, нужен, конечно, развал России. Запад этого не хочет. И видно по всем вот этим делам, что развал России они не воспринимают и не говорят об этом. Ни раньше, ни сейчас. Мы, Чеченская республика, которая при развале Советского Союза создала свое государство, должны на этой основе делать все для того, чтобы на Западе мы могли получить подтверждение тех, значит, решений, которые приняла вот Украина. Это балтийские, европейские страны. Если в этом направлении сейчас нам удалось бы это сделать, то это было бы большое в политическом плане это решение. Я помню, как эти Шри-Ланка, Восточный Тимор и другие там разные государства, которые африканские, которые хотели вот так вот, они были захвачены, решить свой вопрос, как они эти вопросы решали здесь на Западе. У них были специально здесь вот свои очаги, которые им помогали западные политики, помогали, значит, американскому конгрессу, помогали европейским парламентам. Они контактировали и эту работу вели единым фронтом. У них были даже специально свои такие палатки. Они эти палатки ставили, помню, в Женеве, здесь в Париже, в Брюсселе, в Страсбурге. И везде по их палаткам видно было, что они единую работу ведут. И в конечном итоге, я вот за Восточный Тимор говорю, в конечном итоге
Восточный Тимор был освобожден, и они сегодня независимое государство, и они живут, хотя они тоже в свое время воевали против Индонезии, столько крови пролили, но потом, в любом случае, с правовой точки зрения, политическое отношение решать эти вопросы надо. У нас же как? У нас здесь вот заброшена вот эта агентура, которая сам себя называет, один себя называет государством, другой называет себя правителем, третий собирает какие-то там съезды, говорят, мы будем решать вопросы о нашего государства, хотя никто эти полномочия не давал. В то время как есть люди, которые имеют эти полномочия от нашего народа, то есть таким образом нас пытаются разбить на части, и мы не можем здесь единую линию проводить на Западе. Поэтому мы должны рассказать всем нашим, чем кто занимается, и чтобы молодые люди, особенно молодые люди, которые вот думают, что вот этот раз пойдем, как говорится, рубанем и все решим, это не так. Этого не удастся сделать в современных условиях. Сегодня не шашки и не пушки, а уже ракеты и бомбы. Мы видим это с вами, современное. Поэтому решение вопроса в рамках современного международного права и тем более обладая этими полномочиями, потерять мы их не имеем права. Мы должны этим всем людям сказать, уйдите с дороги или давайте вместе работать. Мы хотели создать платформу открытого диалога, и когда мы это уже почти завершали, на завершающей стадии, нам начали препятствовать, и оттуда, значит, сделали раскол снова. Как ни говори, не рассказывай, здесь идет два момента. Первый момент – это то, что действует Москва через свои ближневосточные страны. Второй момент – это то, что происходит непонятие самого вопроса, некомпетентность наших людей, незнание этой проблемы самой. Вот поэтому здесь мы должны вот в этом вопросе приложить все усилия, которые возможны, и должны через этих молодых людей, которые есть у нас на Западе, сказать им, дорогие наши молодые, вам в этом, как говорится, мире жить, и мы сейчас вам говорим, не поддавайтесь этой разной пропаганде. Наш народ проявил свою волю и провел референдум общенациональности чеченского народа, потом по всем правилам создал свое государство, и это государство было признано в первую очередь, было признано Грузией, и после этого только через некоторое время начала формироваться нынешняя Россия. То есть нынешняя Россия была создана после того, как мы создали свое государство. Мы не входили в эту нынешнюю Россию, а российская власть и его пропагандисты твердят, что мы якобы являемся частью России, и что мы оттуда, мол, выходим, и оттуда должны выйти, и что мы должны там оставаться. И эти документы принимали так называемый КОНЧ, так называемые документы в 2001, 2002, 2003 году в Копенгагене, Лихтенштейне принимали люди, которые от нашей власти себя называли. Понимаете? Поэтому мы должны это все рассказать, объяснить им. И эти люди, мы их призывали. Я тоже говорил, вернитесь в конституционное поле, оставьте это все, вернитесь, давайте вместе работать. Пока это не получается. Мы говорим это не для того, чтобы их там унизить или оскорбить, а говорим для того, чтобы решить эту проблему. Посмотрите, когда все наши воины, все группировки и наши бойцы объединились, мы смогли надломить этой армии хребет. А теперь вот в политическом плане, в правовом плане, имея все основания, нас здесь просто пытаются размежевать, разбить на части. Не позволим это делать. Это самое важное сейчас. У нас здесь, когда мы находимся на Западе, нас здесь около 200 или 300 тысяч человек. Это огромная армия. Учтите, что это дело, если мы пропустим, оно потом никак само не уйдет. Оно будет всегда, как говорится, дамоклов меч над нами. Поэтому сейчас то, что мы можем решить, мы должны решить. А решить нам нужно объединиться здесь в единую систему под нашей легитимной базой,
о признании нашего государства. Мы должны создавать ячейки во всех городах Европы, создавать и действовать со всеми другими правительствами, стараться, чтобы нас признали. Алла, вы скажите, мы с вами писали письма, кроме Украины, мы писали и в Литву, и в Латвию, и в Польшу. Вы писали их как член правительства и как женщина, вы писали вы. А я писал вот такие письма, и вот так было признание, которое сделала и Украина. Про это тоже скажите. И это объединение очень важно. Сегодня, когда это все случилось, получается, что эти люди, которые не имеют к этому никакого отношения, кроме того, что они воспринимают это своим делом, они сегодня, каждый, как говорится, становится хозяином или отцом этого дела. Да будьте вы 100 раз отцом, но давайте решим эту проблему, чтобы была признана наша страна, и тогда это будет у нас и правовая, и на международной арене поддержка, чтобы мы пришли в свою страну и там восстановили свою легитимную власть. Алла, я прошу, скажите про это, как мы там вот с вами эту работу вели. Спасибо. Да, Ахят, мы с вами обращались в письмах к главам парламента и, как называется в Литве, я не помню, Госдума, что ли? Сейм, Конгресс польский, Сенат, президентом, да. К польскому, да. к Латвии, к Эстонии обращались, писали письма обращения к парламенту, к правительству. Я это помню. Но я сейчас хочу вам, знаете, что рассказать. В 3 мирных года я встречался с Славом Асхадовым. В то время все страны Запада как один заявляли о невмешательстве в личное дело России. Это во время войны было. Вот. Ну, и он потом ездил в эти страны Запада, Аслан Масхадов. Я с ним разговаривала. Он мне сказал, что ему поступило предложение, в общем, говорит, ведущим политикам этих стран Запада надо платить деньги. Каждый месяц, говорил, сумму где-то примерно $60 000. В общем, говорит, то есть эти политики западные продажные, понимаете? Вот как этому Шредеру Россия платила, помните, $1 миллион в месяц за поставили его во главе газовой трубы, что-то такое, помните? Ну, а тут вот этим политикам надо платить деньги каждый месяц. Он говорит, у нас таких денег, к сожалению, нет. Это Аслан Масхадов мне рассказывал. Ну, посмотрите, Закаев, Курочкины. Так, в общем, почему разные другие так... к ними прихлебая, которые к ними присоединились. Да, почему именно их так вот поддерживает Украина и там журналисты и так далее? Я думаю, в Украине очень много этих бывших КГБшников, которые там сейчас работают. КГБшники бывшими не бывают, как вы знаете. Вот, и они все вместе делают там пропаганду ими и так далее. И Закаеву, и Курочкин. И вполне возможно, что ими оплачивают. Из России идут деньги, только это, конечно, не оглашается. Вот. Но а что касается вот Сулейманова и еще вот Анзора Масхадова и так далее. Анзор Масхадов, он порядочный человек, и такой же порядочный, как кем был Аслан Масхадов. Сулейманов, по-моему, просто хочет сделать себе имя на этих заявлениях, которые очень неоднозначны, и просто иногда от них берет оторопь, просто удивляешься им. Вот такие дела. Конечно, этот раскол, вообще-то, Сулейманов разве был нашим другом когда-нибудь? Анзор Масхадов потом от него отошел. Он сейчас ни во что не вмешивается. Вот. Ну, о Закаеве я уже сказала. Это тоже не раскол, потому что это просто враждебная сторона, которая работает на Россию. Даже наши 300 000 беженцев, которые в Европе, это молодые люди, которые многого не знают, к сожалению. Вот.
Ну, Алла, я хочу... наверное, Да-да, потом, говорите, то, что они говорите. получают образование, это главное. Потому что Джохар мечтал в свое время, когда послал 12 человек на Запад, и даже, по-моему, оплачивал им что-то такое вначале. В общем, надеялся, он говорит, что к нам вернутся обратно специалисты своего дела. Тогда он 3 раза назначал кабинет министров, и все эти министры, бывшие аристократы, воровали по своей привычке, как всегда. И ему приходилось их снимать, назначать другой кабинет министров, третий. И он говорит, они привыкли жить так, как жили при советской системе. Когда это начальник, значит, ты воруешь у государства. Вот. Но надеялся на этих молодых, которых он отправил в Европу, надеялся, что они выучатся и вернутся образованными специалистами. Да. Ну, один из них, кстати, Имран Ахаев, который был поставлен послом представителем в Эстонию. Он и сейчас здравствует. Вот. В общем, много было задумано Джохаром. К сожалению, не все сделано. Вы знаете, я вспоминаю, когда Джохар погиб, я около его тела сидела 3 дня. И приходили, и прощались с ними. Когда пришел Шамиль Басаев, он попросил, чтобы закрыли двери, и он остался один с телом Джохара. А я же была через стенку, только дверь закрыл. И я слышала, как он целых полчаса молился и рыдал над телом Джохара. Потому что именно Джохар был тот, который его направлял и который за него заступился. Когда его хотели выдать во время переговоров, Россия требовала выдать террориста Шамиля Басаева. Вот об этом хорошо знает Ахят Идигов. Он тоже ездил на эти переговоры, потом сказал об этом Джохару. Джохар сказал, что ни в коем случае не выдавать, езжай как можно быстрее. Так Ахят Идигов мне это рассказывали. Свернем эти переговоры. Говорят, если мы его выдадим, потом и других начнут запрашивать. Он наш воин, доблестный воин, и мы его не выдадим. Шамиль Басаев был, хотя Шамиль Басаев в то время говорил, если от того, что меня выдадут, война закончится и будет мир, пускай меня отдадут, и пускай там пытают, режут на куски, я готов принять эту смерть, лишь бы только в Чечне был мир. Вот и сейчас, я думаю, те же самые, которые вели переговоры, вот такие и у нас эти вот переговорщики появляются. Что Закаев, что эти. То есть, к сожалению, в чеченском народе есть такие люди, которые, наверное, продать свою родину, продать свою честь за будущее, может быть, должность или что-то еще. Они Ну, есть что во с ними всех делать? народах, у всех, к сожалению, да. Да. Ну что с ними делать? Я думаю, просто не обращать внимания. Я думаю так. Вот. А то, что у нас будет все хорошо, в этом я нисколько не сомневаюсь. Я вспоминаю слова Захара, который говорил о том, что эта война еще протянется лет 50. Россия, говорит, еще будет вступать в конфликт, они будут возрождаться, угасать, даже будет начинать войны. Вот. Ну, в итоге она развалится. Он давал 50 лет. И мы видим, что происходит на наших глазах. На наших глазах этот Путин затеял войну с Украиной. И сейчас уже эти байрактары, вот сегодня я читала, Курская область горит, Белгород уже давно. И, в общем, народ Украины это не спасает себя, спасает свободу Украины. И надежда, победа украинского народа — это надежда, на которую смотрят все угнетенные народы Российской империи, в том числе и наш народ. Российская империя — последняя империя в мире. Она точно так же развалится, как и другие империи. Просто она сейчас, ее гибель это не произойдет мгновенно. Приходится ждать десятилетия. Она слишком огромная.
но это обязательно произойдет. Вот, всего самого доброго. Поздравляю с победой весь чеченский народ. И желаю не отчаиваться, а надеяться и верить, что вместе с победой украинского народа и мы победим. Да, Обязательно, обязательно. Алла, я хотел бы сказать 2 слова по поводу того, что там платить надо политикам европейским. Да, это так. Да, это так. Те люди, которые занимаются этим вопросом, им надо платить, они должны ездить из Америки, Европы, заниматься, созывать разные конференции, разные дела, ходить, быть вхожим куда-то. Это так, да, это так. Я об этом и говорю, понимаете? Потому что не просто так было. Было так, вот я вам скажу, когда... Лоббировать нужно. Для лоббирования. Да. Им нужны деньги, они за свои деньги же не могут ехать. Если это важно, чтобы какой-то рыцарь Запада, как они называли, появился такой. Было такое решение тогда, вот я вам скажу один пример, когда в 2001 году было решение принято в Англии, помню, тогда там был этот лорд Белл, это заместитель Тони Блэра, так? И он еще несколько человек собрались в Лондоне, мы и там обсуждали, что делать. И тогда мы звонили оттуда же, через Ванесса Редер звонили напрямую Масхадову и говорили о том, что нужно сделать вот это и вот это. И тогда мы начнем кампанию по решению проблемы нашего народа. И когда я оттуда, из Лондона, вылетел, оказался уже в Панкийском ущелье, хотел пойти туда к ним, Масадов мне сказал, что ты не можешь сейчас прийти, потому что не надо идти, сейчас ситуация поменялась. И я тогда вернулся назад в Европу. Я помню, как сейчас это. А тогда как раз-таки эти планы как раз у нас намечались. Я понял, что, оказывается, туда, в эту нашу работу вмешалась снова российская агентура, российские спецслужбы, и они блокировали это. А тогда был разработан очень сильный план провести мероприятия, выставки делать во всех европейских городах, начиная с Лондона и всех столицах, и идти всем этим, как говорится, обозом идти до границы России, а потом назад идти. И таким образом поднять ситуацию для того, чтобы Чеченская республика была освобождена. Но когда вот это все было заявлено, и когда прямо было Масадову при мне сказано, что нужно было бы хорошо, чтобы вот вы бы вытащили этот меч, который вам подарили в Лондоне, и сказали, что я призываю, что я вас поддерживаю, давайте этот поход сделаем. И когда я уже приехал тогда, он вначале согласился, а уже в Панкисе, когда я был, уже перебраться собирался. Помню, я тогда еще с этим встретился Умаром Доккой, он тогда ранен там лежал. И вот, когда он мне тогда позвонил, сказал, не надо ехать, не езжай, здесь ситуация поменялась. И я тогда вынужден был вернуться назад, и он сказал мне, возвращайся назад, и снова продолжить здесь на Западу эти работы. То есть нам вот сюда вот мешает вот работать, чтобы мы проводили свою работу. Работа должна быть четкая, ясная, открытая, потому что то, что мы делаем, нет никакого секрета. Мы говорим вот то, что есть, а вот под это они становятся разные, у них мнения возникают, ты хороший, ты плохой, вот этот Масадовский, этот Дудаевский, это там Яндарбийский, это там другой, третий. Эти вещи делать нельзя. Мы единый народ. Вот здесь вот недавно вот выступали вот некоторые деятели, так называемые политики, которые начали заявлять, что мы не народ, а что мы племена. Вот до чего доходит уровень политического, как говорится, нашего воззрения, знания политики. С одной стороны говорят, что мы такие, а эти вещи. Мы создали свое государство на основе общенационального единства нашего народа, и был проведен такой референдум ОКЧ. Поэтому я вот сажу рассказываю. Да, для этого нужны расходы. Мы не сможем это делать, потому что они же не будут со своего кармана ездить. Это мы заинтересованы.
А чтобы это делать, нам здесь нужно объединиться на Западе. Открыто должно быть все. Открыто, прозрачно. И чтобы это не получилось, вот эти люди, видите, как вот себя ведут здесь и мешают. Мы говорим это, и в той же Украине где-то мы с вами должны были ехать в Украину. Помните, Алла, сколько раз, давай, потом все никак не дают нам туда приглашение, не дают, вам нельзя ехать, подождите. И так вот, нас не пускают. А эти туда ездят, как из Росмартана в Грозный. В чем дело? В чем дело? Мы, конечно, заинтересованы и писали письма президенту Украины, написали. И они получили, это мы знаем. Но ответа пока мы не видим. Но, скорее всего, все происходит, все то же самое творится и в Украине. Их тоже хотят обмануть с этими переговорами, с этими новыми какими-то делами, с этими провокациями. Вот надо здесь нам быть в этом вопросе очень внимательно. В каком смысле внимательно? Внимательно в том, что, вот, допустим, этот вопрос решится. Решится Украина-российский вопрос, Россия выйдет и скажет, мы, мол, в рамках 91-го года, то есть мы, оказывается, мы тогда оказываемся как бы частью России, получать своих рассуждений. Поэтому мы должны делать акцент на то, что мы не были в составе этой России тогда. А они имеют в виду, я убежден, они имеют в виду, что мы являемся частью России. Понимаете? Вот это решение, которое приняла Рада Украинская, это величайшее дело, которое они сделали. Мы им должны быть благодарны все, что они это сделали. И дальше мы должны в этом направлении работать. Если мы сами не будем работать, за нас никто не будет работать. Это должны понять все. Нельзя отсидеться каждому себе дома или где-то там ходить, там, как говорится, заниматься другими делами, а забыть про то, что мы находимся все на одной платформе, на одной лодке, которая может перевернуться, и все мы можем утонуть. Вот что мы должны понять. И молодежь это в первую очередь, я хочу это сказать. Где бы они ни находились, в Америке, здесь, в Европе или дома, поймите, что в этом как раз-таки весь смысл. В любом случае у России есть план уничтожения нашего народа. У них этот план был, есть, остается. Наш народ у них как бельмо в глазу, и они пытаются его уничтожить, но им не удается это многие века. Если сейчас им это удастся, они сделают. И мы не должны это допустить. Сейчас, когда у нас есть такие возможности, правовые и возможности, мы находимся на Западе. Когда я был маленький, мне отец тогда рассказывал, я уже говорил про это, что тогда думали о том, надо бы нам послать хоть одного человека в Германию или, скажем, Америку, чтобы сказать им, что нас выслали. Тогда бы Германия или Англия не допустила бы этого. Настолько были наивные люди. А тогда они одного хотели послать человека. А сегодня сколько нас людей здесь в Европе? Что мы делаем? Чем занимаемся? Чем угодно, но не то, чтобы решить нашу проблему, не для того, чтобы объединиться. Поэтому призыв наш в том, чтобы объединиться вокруг президиума и вместе вот единой командой, потому что президиум обладает ключом этими документами, это основой того, что мы создали государство. Это люди, которые имеют полномочия от нашего государства, от нашего народа. И мы должны здесь действовать таким образом. Тогда нам это удастся сделать. Если нет, то те, которые нам мешают, должны уйти в сторону или встать в строй и вместе в единой командой действовать. Единой командой. А не кому-то, мол, подчиняться, не подчиняться. Мы будем действовать в рамках нашего права, в рамках нашей Конституции и вырабатывать единую линию и действовать. Вот что нам нужно вот в политическом плане действовать на Западе. Все говорят, а что делать, а что делать? Вот что делать надо. Они придумывают, некоторые дилетанты сидят там, обсуждают нашу Конституцию. Некоторые, конечно, хорошо понимают, а другие дилетанты именно какие-то там придумывают это не считай, с этим не считай. Это что за разговоры такие дилетантские вести, не понимая, о чем они сами говорят. Я не хочу их оскорбить, но хочу сказать, вы подумайте, почитайте, о чем вы говорите. Поэтому здесь вопрос, который мы должны решать, очень важный. Сегодня важный день,
который нам показал, когда мы объединились, когда все наши стороны объединились единым фронтом, мы такого врага победили. И сегодня Москва и Россия, в принципе, сама все время про это умалчивает. Она говорит, что они там бандиты, террористы и сепаратисты, и они из России вышли, и мы их хотим удержать в России. А мы не входили в Россию. Это важно, очень важно. Баркал, баркалает. Так, друзья, все, кто вновь вошел, я вас всех приветствую. Алейкум ассалам. Пишите ваши комментарии. Здесь я зачитаю в чате в YouTube, либо можете зайти в телеграм-канал и там непосредственно самим принять участие на странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. По поводу обмена аят, я бы хотел бы немножко остановиться на этой теме. Как известно, обменены 8, как выяснилось, их 8 граждан Германии и США на 8 террористов и шпионов, которые были задержаны здесь. Как вы правильно написали в своем заявлении по этому поводу, остальные россияне, это так до кучи, как говорится, в подарок были переданы. Ну и как если цитировать Сотника, то они внедряются там как-то по-смешному он это умеет сформулировать. Аят, как вы думаете, вот у меня возникло две мысли по поводу передачи. Либо Запад будет договариваться с Россией, идет на уступки, либо будет еще большая эскалация, чем существует. Как вы думаете, что будет? Эскалация будет или же все-таки пойдет на спад вот эта вся ситуация? Во-первых, это было не мое личное заявление, это было заявление президиума правительства. Да. И в этом принимали участие члены нашего президиума, и непосредственно принимала участие Алла. Вот она здесь. Мы обсуждали эти, и с другими людьми обсуждали. И там мы свою позицию там высказали. А то, что будет ли тот или иной вариант, который сегодня преподносят, скажем, в прессе, это в основном российская вот эта вся команда, и вот эти вот засланцы, которые сегодня заслали в помощь остальным своим здесь этим засланцам, которые практически терпят поражение, можно сказать. И вот этот, и они в Украине есть, они на Западе есть, они собирают разные либеральные какие-то съезды, все они здесь крутят. И, как говорится, они, Мавр сделал свое дело, они уже свое дело сделали и высветились. Поэтому новая нужна, как говорится, волна. И вот они, этих вот людей, которых мы видели с вами, они сюда, нам, как говорится, Европу в довесок передали еще Европе, что они чем-то будут заниматься. Они, конечно, то, что они сидели в тюрьмах, все такое, это их внутреннее дело. Внутреннее дело. И эти, которые сидят там в Кремле, это имперцы все. Они и те, и эти говорят одну и ту же, как говорится, линию проводят. Они хотят сменить господина Путина и сказать, что мы будем хорошие имперцы, а Путин плохой имперец. Вот что у них там. Поэтому, исходя из этого, что будет и как, это сейчас вот с моей точки зрения, я вижу, что они пытаются Украину как-то уговорить или руководство уговорить, потому что разные идут там Подоляк или там еще другой, который от власти наверху, они какие-то делают странные заявления, которые мы можем сейчас точно, я не могу сказать, что это такое. Мол, что можно какие-то там переговоры вести, о чем-то говорить. Когда Зеленский заявил четко и ясно, что мы готовы пойти на переговоры, но условием является освобождение всей территории Украины. Вот, и если они с этого, как говорится, уйдут, то тогда эта вся война, которая сейчас была, она, значит, зря была, как говорится,
зря было это сопротивление, зря все это было. То есть, если они уйдут, вот то, что они с 22 года захватили, уйдут, а остальное оставить, то это было зря. Нельзя это делать, и сегодня это зависит от самой Европы, которая, если правильно сообразит, а у них, кто соображать, есть люди, они знают как, они боятся, как бы вот это дело прошло бы, пронагнуться, и чтобы оно уйдет, и все стабилизируется. Нет, уже не стабилизируется. Здесь идет борьба между, как ты говорил, злом и добром. Это идет борьба между демократическими государствами мира и новыми образованиями, которые есть, и между диктаторскими. Да, демократические государства имеют свои там недостатки, есть недостатки. Они не могут немедленно собраться, они не могут тут же решить какой-то вопрос, как может решить любой вопрос диктаторский режим, дал команду и решает. А эти пока обсуждают, они могут им, как говорится, накидать бомб и всего остального. Поэтому в этом плане было бы хорошо здесь какие-то речи, допустим, чтобы они какие-то там решения в этих условиях принимали, в военном плане. Вот у нас было так. В военное время у нас был специально приняты законы, в котором было сказано, что главнокомандующий в военное время имеет все полномочия, и все должны подчиняться ему, но кроме для организации ведения сопротивления, так, и это должны все ресурсы материальные, другие, людские, все, что у нас есть, должно быть брошено на сопротивление, и президенту только две вещи запрещалось. Это значит, что он не имел права подписать акт о капитуляции и не имел права заниматься законотворчеством. Вот эти две вещи запрещалось, и поэтому президент имел возможность у нас, как и первый президент, и второй, и третий, они имели возможность решения принимать, хотя у нас записано, что мы демократическое правовое государство, но в военное время это нужно было принимать. Но, видимо, получается так, что на Запад считает, что еще пока нет военного времени для них. Они готовы, мы, как мы знаем, уже засылают, закидывают свои эти ракеты и в Венгрию, и в Польшу, и в другие страны залетают. И уже там они крутятся, вертятся, щупают. Они путем тыком смотрят, что будет или не будет. Так что вот такая ситуация. И я сейчас не берусь сказать, что будет и как, но в любом случае я уверен, что украинский народ, как бы там ни повернулась западная политика, будет защищаться и освободить свою сторону. И мы, чеченцы, все те, которые стоим на своей позиции, быть должны с ними в едином фронте, едином, как говорится, плечом к плечу. Мы должны делать все возможное. У нас сегодня нет возможности что-то такое делать, именно пройти туда, сделать это, потому что со всех сторон, как вы видите, окружение. Посмотрите, в Грузии они практически сделали тоже такой страной, там они завели инагенты, закон приняли об агентах, и всех там, кто там есть, нету, кого хотят сажают, кого хотят, значит, придавят. И то есть фактически там Россия, можно сказать, единый такой же закон приняли, как и в России. А мы только через Грузию или через Азербайджан можем. Остальные страны туда войти. То есть нам нужно идти, если военным путем, то так. Военный путь нам сейчас, как говорится, не первоочереден в этих условиях. Мы должны работать по признанию наших государств западных стран. Но мы должны учиться, мы должны вместе с украинцами знать современное оружие, современные военные действия, как они планируют, что делать. Это тоже мы должны знать. Поэтому я думаю, что как бы то ни было, Запад все же тоже примет какие-то решения. И если в Украине там, значит, эта ситуация настолько тяжелая сегодня, еще, вот я слушал, говорят, еще года 2-3 будет длиться война. Возможно, 2-3 и больше, но сдаваться нельзя. Нельзя уставать. Знаете, уставать. Тот хочет отдыхать, спокойно сидит там, засылает за свои деньги, которые он печатает своим печатным станком, платит этим людям. Эти люди бедные с разных регионов России идут воевать, скажем, в Украину,
и бьют там, украинцев, убивают, сами гибнут. А для самой России, для тех, которые находятся в центральных, в других городах, это вообще как бы будто бы и не касается. Только вскользь, понимаете? Ситуация такая. И сегодня приостановить вот эти мирные переговоры, вести о выводе, то все, если дать передышку сегодня Кремлю и этой власти, то я думаю, что это будет на пользу в первую очередь именно Кремлю, этому агрессору. Можно ли это ему позволять? Можно ли это делать? Я думаю, что нельзя. И в этом вопросе должны быть какие-то совместные решения, которые могли принять и украинцы, и остальные западные страны. Но над этим работа, как я думаю, идет, и вижу что-то. Я наблюдаю за этим, как это возможно. Вот что я могу сказать по этому поводу, Слава. И можно добавить? Да, пожалуйста, конечно. Нужно. Да. В свое время убийцу Интербиева Лугового Путин встречал на красной дорожке Не в аэропорту. Луговой. Нет. И потом сделал его членом парламента российского. Это убил Литвиненко. Луговой убил Литвиненко. Литвиненко, да. А Яндарбиева убили ГРУшники, двое или трое, которых вы правы. Хорошо. В общем, встречал на красной дорожке с почетом. Вот. И сейчас вот убийцу Зелимхана Хамрашвили в Европе выпустили из тюрьмы во время этого обмена. И тоже встречал на красной дорожке Красина. По-моему, Красина его фамилия. Или Красиков. Красиков, который тут в Берлине, Хангашвили. Да? Красиков. Да, Красиков. Это, конечно, была очередная хитрость Кремля для того, чтобы показать силу этого Путина, что он даже этого убийцу из тюрьмы вытащил. Этот обмен был явно неравноценен. 9 человек, этих шпионов российских и убийца, и на людей, которых сам Кремль, видимо, выбрал. И эти люди, вот в том числе Яшин известный, буквально вчера или позавчера сделали конференцию, на которой заявили, он вместе еще с одним человеком выступал, потом Карамурза там соединился. В общем, они заявили, что надо снять часть санкций европейских с России. Понимаете, то есть они были выпущены с определенной целью. Если бы действительно был обмен, то, наверное, вспомнили бы о украинских пленных воинов, которые томятся в России уже сколько лет. И никто не думает об их обмене. В общем, Россия пытается обмануть, и эти хитрости пока что ей удаются, к сожалению. Алла, я хочу добавить, я слышал там разговоры, не то что разговоры, выступления разные. Оказывается, Германия была очень против, чтобы это сделать, передать этого Красикова, была против. И на него надавил Байден, понимаете? И после этого, значит, Байден надавил, и только после этого там то, вот так вот. Но это надо, конечно, проверить, но вот такое я слышал, и там вот эти выступали и говорили. На него надавил Байден. Якобы это ему нужно сейчас, потому что сейчас вот выборы будут в Америке, если он передаст ему, это надо. То есть это работа как бы Байдена, а этим воспользовался Путин. Вот и все, как говорится. Потому, понятно. Наверное, так и сложилось это. Да. Понятно. И стоит вспомнить еще о том, как помогает Украине с вооружением. То же самое Байден, что он обещал и что в действительности послал. И какое старое бывшее российское вооружение отправляют Украине. То, что Европа не очень-то заинтересована в победе украинского народа. По крайней мере, она, как и всегда, наверное, заявила бы о вмешательстве во внутреннее дело России. Они опасаются, Алла, того, что если Украину они возьмут, они пойдут дальше. Понимаете, вот что они опасаются. Поэтому только они сейчас эти вопросы поднимают, конечно. Да, вы правы. Да. Ну, вы знаете, вот война в Украине, к сожалению, мне кажется, что, вы понимаете, вот на что она рассчитана, на что рассчитывает Россия. Идут воевать кто? Идут воевать
Самые отважные, самые храбрые, самые смелые, они первыми гибнут. И Да, вот война длится с какого? 2002 года, по-моему, 2002 года, 23-24 февраля, кажется. Ну, в общем, за это время если погибнут самые храбрые, самые отверженные. Потом наступит очередь вторых, которые будут воевать. Ну, в общем, белые души погибнут, останутся серые, серенькие. Ну, о черных я уже не говорю, которые потом могут и ждать свободу Украины и независимость, если это продлится еще 2 года или 3 года. Вот у меня, конечно, печальный прогноз, но я все-таки верю, что в украинском народе, наверное, больше людей, которые болеют за свою родину, чем на это рассчитывает Россия. И дай Аллах им победы. Эм, Российская империя все равно развалится, как и предсказывал Джахар. дай Аллах, дай Аллах. так и будет. Дай Бог, дай Бог. Вы закончили, Алан? Закончили, я вижу. Да, закончил. Дай Аллах развалится, как предсказывал Джахар. Да, Только на это, говорит, он говорил, что идут десятилетия. да. Я тоже хотел бы добавить по поводу вот обмена Красикова, Красикова и других. Дело в том, что во время процесса у меня есть даже видео после заседания судебного, я записывал это видео перед зданием суда в Берлине, где представители немецких служб заявили, что Красиков является действующим кадровым военным, но потом туда был приглашен Христо Грозев, есть такой расследователь, деятель один есть такой, который все время жил в России. И он был допрошен, и потом уже суд, было две версии. Это одна версия, то, что говорили немецкие службы. Конечно, это было не стопроцентно, что у них была информация, которая была получена, по-моему, от украинцев. По-моему, там даже был допрошен один украинец, или же зачитывалось его показания. Сейчас я не помню все детали. И проблема в моем немецком языке, мне переводили постоянно, поэтому я всех этих вещей не до конца понимал, но было ясно, точно, я переспрашивал неоднократно, что Красиков был военнослужащим, кадровым военным, а не ФСБшником, а именно то, что ФСБшник, было сказано Христо Грозевым. И дело в том, что обмен состоялся 1 августа, то есть на следующий день как раз Красиков как десантник смог отметить день ВДВ у себя на родине, в кругу своих друзей. И по странному стечению обстоятельств Вадим Красиков был выдан 1 августа. И да, реально немцы очень недовольны, очень много недовольных здесь высказываний по этому поводу. Но факт есть факт. Конечно же, передача произошла. И знаете, мы говорим вот там Красиков. Кто такой Красиков? Обычный киллер, которых сотни и тысячи у Путина. Тем более это уже такой засвечен, хотя он и ранее, он горе-неудачник. Я не знаю, зачем они его послали сюда. Он неоднократно ранее уже попадался, по-моему, 1 или даже 2 раза на убийствах. Сейчас прислали его сюда. И вот по факту это же не первое. Да, Зелимхана Индарбиева, мы вспоминаем, захват заложников был. Но точно так же, например, были обменены люди, которые были задержаны, крымские татары, я сейчас не помню их фамилию, мне сейчас на языке крутится фамилия, которые были обменены в Турции на одного россиянина, который подозревался в покушении или подготовке убийства, ну и так далее, и так далее. Мы помним, как Украина передала человека, который стрелял в Амину Акуеву и Адама Осмаева, и так далее, и так далее. Это происходит часто.
К большому сожалению, когда был суд, и на процессе я говорил с одним журналистом, и этот журналист, взрослый, старше меня, он говорил, что никогда, никогда Германия не отдаст, не передаст. Я говорил, ну они возьмут ваших граждан в заложники, и вы вынуждены будете просто отдать, вы никуда не денетесь. Нет, нет, я говорю, ну вот Катар ведь отдал, Катар отдал убийцу Зелимхана Индербиева. И он сказал, мы не Катар, мы не Катар. Ну, вот такие вот дела, друзья. Да, мне очень жаль, да. Если бы это выбирал не Кремль, то хотя бы несколько мусульман бы тоже обменяли. Например, Саида Джумаева, который не был ни убийцей, ни шпионом. Он всего лишь на митинге разбил пластиковый шлем милиции или полиции. И за это был осужден на 5 лет тюрьмы. Стал героем чеченского народа за то, что так отчаянно дрался во время митинга. Сейчас ему остался еще 1 год. Золотой парень. Но то, как он дрался, сражался, как лев, этим он вошел в историю. Вот если бы его поменяли. Ну, Кремль выбирал сам. И выбрал своих имперцев, действительно, как говорил Ахьят. Да, да. Их просто в довесок подарили и внедрили. Да, совершенно верно. Так, друзья, я напоминаю вам, пишите комментарии. Стрим еще минут 10 продлится, 12. Поэтому у вас есть уникальная возможность задать Алле Дудаевой вопросы, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И кого вы видите, Алла, она в телеграм-канале, вы ее слышите, а Аят Эдигова тоже сопредседатель Президиума, вы можете ему тоже задавать вопросы. И мы постараемся, я их зачитаю, и Аят или Алла вам ответят. Давай, зачитывай. Так, ну здесь, я не потерял, здесь Эд мне писал комментарий, я его сейчас не буду искать далеко. Эд, если бы нам тогда, как помогают сейчас Украине, уже осознавая, что уже угроза, как говорится, враг уже у ворот, помогают, если бы нам тогда помогли бы полностью, юридически, правовой, военной, экономическая, вся вот настоящая помощь была, а не такая из-под тишка, где-то там, где-то скрытно, и так далее. Мы бы, мы были бы оккупированы или нет? Для нас важно было тогда, чтобы, когда Россия заявила, что мы часть России, чтобы Запад это не признал. Вот что было для нас. Этого они не сделали. Напротив, я вам говорю, я был в разных организациях, и в ПАСЕ, и в других, везде они, зная это, тихо там, потому реальполитик, все, везде пытались нас убедить в том, что якобы это. Это была, значит, линия прогиба Запада тогда, сдав нас, какие-то свои экономические и политические вопросы решать с той власти, которая пришла вновь. Вот они пытались это. Потом, когда мы начали свое сопротивление и дали, как говорится, по шапке этим, так, снова в 2001 году они взорвали эти башни в Америке, так, в Нью-Йорке, и снова, значит, с ними пошел Запад на договор, мол, объединились против международного терроризма и нас писали в террористы. А то, что Россия бомбами, ну, всем, что видит оружие, убивала наших людей, это разве был не терроризм? Мы уже не могли по-другому сопротивляться, кроме как не отвечать им, что мы должны были сидеть, что ли? Нет, когда тебя бьют, когда тебя убивают, ты должен сидеть по правилам. То есть ты, мол, действуешь по правилам, а они, значит, действуют, значит, методом силовым. Что делать в этой ситуации? Ждать, пока Запад или кто-то другой скажет, вот мы соблюдаем это. То есть и нас причислили террористам и бандитам, так? То, что говорил, скажем, Кремль. А то, что Кремль столько наших людей убил, он совсем, значит, не обвинял их. То, что они вот в Беслане, то, что они и в других городах взрывали все эти дома, все это, не было никакого доказательства, что это сделали наши люди. И если наши люди шли туда, то мы
видим, что они шли туда и требовали остановить войну и мирно решить взаимоотношения. Вот что требовали те, что шли туда, потому что убивали наших людей. Открыто, прямо, ничего не стесняясь, они убивали наших людей. Это же что это за международное право? Что это за демократия? Что это за это? Вот так вот говорили мы тогда. И сейчас мы видим, что в этом вопросе это коснулось не только нас, это коснулось и другие народы, понимаете? Это коснулось, возьмите, сейчас скажу, извините меня, это коснулось и Грузии, это коснулось и Украины, это коснулось и другие страны, Молдова, Беларусь, мы знаем. А как же быть тогда нам? Вот они берут, убивают людей, и остальной мир молчит. Нам никто не помог. Если бы нам помогали тогда в этом вопросе, даже если военном, да, то сегодня, мы уверены, не было бы вопроса у Грузии, проблемы, не было бы в Украине, не было бы и в Дагестане. И Россия на своем месте бы сейчас спокойно другую политику проводила бы, если бы тогда им дали бы знать. Этого не дали. Почему не дали? Потому что на Западе есть какие-то другие партии, которые свободно себя чувствуют. Даже националистические партии здесь есть. Даже они приходят к власти. Но это есть какая-то вот такая система, которая в принципе правильно, но лучше ее нет, как говорится, да. Но мы должны понимать, что диктаторская система, она еще хуже, гораздо. Но в этом вопросе как-то, видимо, что-то надо будет делать в перспективе, так, чтобы мы сидели, и даже Запад будет сидеть, решать все вопросы, обсуждать между собой, думать, что делать. А эти тем временем будут, если у них будут ресурсы, те, которые сидят, всех их бомбить и убивать. В общем, вот такая ситуация. Что было бы, я не знаю. Да. Вот то, что сейчас говоришь. Я могу добавить? Да, пожалуйста, Алла, потом я. Давайте. Во время войны с Германией были фашистские концлагеря, в которые уничтожали людей. А во время Второй русско-чеченской войны на территории Ичкерии работало более 50 концентрационных фашистских лагерей, в которых людей не только пытали, но и убивали, и даже потом продавали их тела. Даже не только живых продавали, но продавали даже мертвых чеченцев их родным. И это было настоящее варварство. А Запад молчал. Хотя Германию в свое время осудили, был Нюрнбергский процесс, а над Россией никто этот процесс проводить не собирался, потому что боялись Запад, всегда боялся Россию. В то время, к сожалению, был раскол на почве ислама у чешского народа. Был очень хитро внедрен так называемый ваххабизм, который еще раньше использовался в Англии. И вот Ахмад Кадыров, потом, когда его спрашивали журналисты, во время Первой русско-чеченской войны воевали на стороне свободы, там, чеченцы, он сказал, так и я во время Второй войны я не был против, но я просто против ваххабизма выступал, против ваххабизма. Вот этим он прикрывался. И, в общем, это был очередной большой обман со стороны Кремля. Они используют все политтехнологии, которые только возможно, для того, чтобы закрутить людям головы, запугать и обмануть их. Вот и сейчас тоже Закаев заявляет о будущем шариате в Чеченской республике Ичкерия. Хотя если хоть одно государство, в котором чистый шариат, которым отрубают руки, вот на Востоке, такого нет. То есть опять разыгрывается та же карта, пытаются разыграть ту же самую карту, опираясь на чистую веру людей, которые действительно верят в Аллаха и думают, раз Закаев говорит о будущем шариате, значит, он настоящий мусульманин. Вот это опасно. Посмотрим, будущее покажет. Я надеюсь, что все-таки народ чеченский разберется, кто есть кто. Всего доброго. Спасибо, Алла. Спасибо.
Так, Какой я вопрос у тебя? свой комментарий оставлю, свой комментарий. Ну, больше вопросов, в принципе, нет, я не вижу. Если есть, друзья, напишите вопросы. Так, Россия первый террорист в мире. Согласен. Так. Нет больше комментариев. Я думаю, можно закончить, если можете высказать, что Пожалуйста, есть. давайте. Если нет комментариев, вопроса нет, давай. Давай Закончим. тогда вам слово, и давай заканчивайте, и закругляемся. Мне или Але? Ну, день Победы сегодня, и вам, и Да. Ане. День Победы. Ну, что я хочу сказать, что День Победы, я уже сказал, это важный очень день для нас, потому что во всем мире люди, которые они хотят преуменьшить это значение. Это великая победа нашего народа над империей, и тогда Россия убралась со всем своим войском с территории Чечни. Вот такое количество людей, они ушли почему? Наши люди должны понимать, они ушли потому, что они были повержены, потому что они проиграли. Они проиграли и в военном, и в политическом, и в моральном плане. Они потерпели поражение. И мы договорились, что потом, значит, будет у нас все нормально. Но все эти договоры, которые бывают с русскими, владеть имперцами, всегда бывают вот такие вот. Поэтому сейчас для нас важно объединиться, и те, которые есть дома, и здесь понимать, что мы боремся за сохранение своего народа. Для этого нам нужно было свое государство иметь. И мы его создали. Сохранить свой народ, язык, традиции, свою цивилизацию. Вот для этого мы боролись. И продолжаем и сейчас бороться. Мы должны все это понять. И я желаю всем нашим людям, кто бы они, где бы ни были, кто в заблуждении или кто это понял, вернитесь в нашу, значит, линию, нашу основу, наши традиции, наше объединение. Мы одна нация, мы не племена, как там хотят кто-то сказать. Нет, мы не племена, мы нация, мы народ, и среди нас живут люди и другой национальности. И наши граждане, где бы они ни ходили, как говорил Жахар, где бы ты ни находился на территории этого земного шара, ты должен бороться. Ты должен бороться. Вот что я вам скажу, сказал Жахар Дудаев. И я повторяю эти слова. Где бы вы ни находились, где бы вы ни были, вы не должны забывать, кто вы, и должны бороться, и мы должны это делать совместно. Бороться – это не значит вытащить шалт или пистолет, а бороться уже, значит, политическими методами, правовыми методами, советуясь, обсуждая, понимая международную политику. Вот сколько я вот говорю вот некоторым людям, даю им разные статьи, разные документы. После того, как поговорю с ними, говорят, мы сейчас посмотрим, говорят. А потом через некоторое время, когда я с ними говорю, смотрю, они их не читали. Я говорю, как понимаю? Я вижу, я им это давал все, а они совсем другие вещи говорят. А вы-то не знаете? Нет, я не знаю. Ты почему не читал? Ну вот если не любите читать, тогда будете в этом отношении некомпетентны. Поэтому я же призываю вас, все документы, которые есть, для нас вы должны понимать, мы должны этой политикой разбираться. Только это даст нам возможность решать наши проблемы, освободить нашу территорию и в перспективе, чтобы наш народ развивался в содружестве других государств мира. Вот и все. Баркалшин. Баркал, спасибо всем. Спасибо. Завтра. Да, мне можно Да, сказать? конечно, Алла, извиняюсь. Я вам скажу так, к сожалению, вот в наше время молодежь мало читает. Вот. И поэтому делают видео. Видео они лучше смотрят. Вот. И я надеюсь, что нашу конференцию они тоже послушают. Особенно Слана Арсуева. Эта конференция будет в онлайне, в общем, и так далее, везде. Вот. А то, что касается того, о чем говорил Ахьят, Джахар говорил, что на территории Чеченской Республики нет нехватки еды.
есть нехватка духа. Вот об этом нехватке духа у наших европейских 300 беженцев можно сказать. Но, тем не менее, я думаю, как только пошатнется Российская империя, она уже на стадии, уже то, что она гниет давно, это точно. Но сколько это продлится, посмотрим. Но, тем не менее, мы все будем свидетелями того, как она распадется, и, хотя Запад этого и не хочет, искусственно это не сдержишь. Век империи давно прошел. Так что нас ждет победа. И я поздравляю весь чеченский народ с праздником 6 августа, с Днем Победы. Желаю всем здоровья, удачи и осуществления самой заветной мечты — свободы чеченского народа, свободы Ичкерии. Спасибо. Деоккупация, Алан, деоккупация Ичкерии. Согласен, спасибо. Я поздравляю тоже всех. Спасибо. Спасибо, присоединяюсь. Так, на этом наш стрим заканчивается, друзья. Завтра в 16:00 будет мой стрим. Всего самого хорошего, друзья. Следующий стрим на чеченском языке, президиум правительства, будет в субботу. Думаю, на чеченском. Это сегодня сделали на русском, да, на чеченском. Всего хорошего. Адикёль, Маш, Оль. До свидания, друзья. Адикдалю. Спасибо вам большое. Спасибо. Всегда к вашим услугам, всегда. Спасибо. И я к вашим. Спасибо, Аят. Спасибо, Адикёль. Адикёль. До свидания. Спасибо всем. Спасибо. Всем спасибо. Выключаю. Выключай.